Как пелось в известной песне, у меня был билет на балет на Нуриевский фестиваль. И я увидел потрясающий спектакль «Грек Зорба» постановки Леонида Леонидовича Мясина, хореографа с мировым именем, которого знают как Лорку Мясина, сын Леонида Мясина, 15 лет проработавшего в труппе великого Дягилева в знаменитых и сформировавших мировой балет европейских русских сезонах. Более того, мне посчастливилось познакомиться с легендарным Лоркой Мясиным, который приехал в Казань. Это потрясающий человек, озаренный божественной искрой. И он был на премьере, художник с мировым именем. Давайте признаем, Государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля под руководством Рауфаля Мухамедзянова один из важнейших элементов столицы Татарстана, который создает ей европейский, цивилизованный образ. Больше всего меня в Рауфале Сабировиче подкупает его смелые, неожиданные эксперименты и умение очень тонко сочетать классику мировой оперы и балета с национальным татарским искусством. Его, конечно, иногда очень грязно критикуют, но, как известно, пророков в родном отечестве традиционно не ценят. И подвижника всегда в пути сопровождает визг невежественных и мстительных шакалов. Такова участь талантливого человека в этом мире. И Казань не исключение. Жители республики справедливо любят наш оперный и устраивают аншлаги на всех спектаклях. И это не просто частное мнение. По самым разным рейтингам театр оперы и балета имени Мусы Джалиля всегда входит в пятерку лучших оперных театров России, который дарит своим зрителям счастливые мгновения соприкосновения с высоким искусством. На премьере балета «Грек Зорба» зрители увидели воплощение духа жизни на сцене, считает наш корреспондент Татьяна Тимошенко. И я с ней вполне согласен. Балет начинается с хора. Постановка «Грек Зорба» стала самой масштабной со времени его «Сияет вечный свет» на музыку реквиема Моцарта. Постановки легендарного Владимира Васильева в год его 80-летия специально для нашей сцены. Здесь и сейчас на сцене главные герои, 50 артистов кардебалета, 80 хор, вокалисты, голоса главной героинь. Казанской публике впервые предстояло увидеть балет «Грек Зорба», поставленный в 27 странах мира, и оценить мастерство исполнителей плотного рисунка танцев, его непрекращающейся динамики в новой для нашей сцены неоклассике. Хореограф-постановщик перед премьерой артистов буквально вытачивал. Для меня этот вечер душевно, безумно важный, безумно сильный. Я просто гоняю за всех и заставляю всех делать на максимум, и все время требую от всех. Я не могу представить себе даже, что русский народ может показать чего-то неубедительного в сравнении с другими народами, которые танцевали Зорбу. Это было 5000 спектаклей и больше по всем мире. Как в России это же должно быть сильнее еще. Как это по-другому возможно? Если так не будет, ей-богу, я буду плакать. Леонид Леонидович Мясин от своего имени отчества здесь, в Казани, теплеет. Во всем мире его знают по псевдониму Лорка Мясин. Его так называл отец Леонид Федорович Мясин, знаменитый танцовщик и главный балетмейстер русского балета Дягилева. Со спектаклями своего отца в России он был только раз на сцене Большого театра. И вот спустя 20 лет Казань. Получаю мейл один день, прекрасный день, от директора театра. Было ли вам интересно поставить Зорбу в Казани? Я смотрю, это какая-то шутка. Может, кто-то, знаешь, меня подразнить хочет. Знаешь, теперь это здесь делается. Ну, я ответил, да, с удовольствием. Это была правда. Но я очень скоро приехал сюда. Директор театра меня принял, нам говорили все. И вот это знаете, как судьба.
Казанская сцена для Мясина, по сути, стала точкой, где соединился прихотливый рисунок событий, людей, памяти. Российская премьера на Красную Горку, день, когда православные чтут память Фомы неверующего. И это для Мясина, вернувшегося на российскую сцену в дни Нуриевского фестиваля и подчеркивающего свое определение как православного, тоже скорее до высшей точки переживаний. По семейной легенде, прадед похоронен в Ульяновской области, тогда входивший в состав Казанской губернии. С именем фестиваля его связывает долгое знакомство с Рудольфом Нуриевым. Они не дружили, но Леонид Мясин передал ему свой семейный остров Лигали, где рос и учился танцевать. Остров Сирен, описанный Гомером в «Одиссее», где в маленьком балетном зале в средневековом замке был написан балет «Грек Зорба». Я почувствовал себя в России дома. Это уже было раньше. Я же иммигрант и вечный апатрид. И это все-таки, знаете, как-то звучит по-другому, когда ходишь по улице и слушаешь по-русски. И люди, как я очень часто вижу свою маму и узнаю ее через женского народа. Не только физически, но так через дух, через манеры, как обращаться и так далее. Без пуантов. На сцене танец и современный, и характерный, этнический, и восточный, под музыку Микиаса Теодоракиса. Музыка изначально была написана к фильму, и там впервые прозвучал сиртаки, ставший визитной карточкой Греции. Это не только театральное событие, конечно, для России, но и музыкальное тоже. Потому что фигура Микиаса Теодоракиса, она в музыкальном мире достаточно известна. Все, что он делал, до России как-то очень тяжело доходило. Может быть, это связано с нотным материалом, с какими-то подробностями жизни, потому что мало музыки известны. Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева проходит в Казани в 37-й раз. И в юбилейный для театра год 150 лет назад был поставлен первый спектакль. Нас очень вдохновляет постановка, прекрасная музыка, прекрасные исполнители. Знаете, на одном дыхании смотрится балет. Просто эмоции просто невероятные. Мы каждый год стараемся посещать Нуриевский фестиваль. Более того, мы приглашаем гостей, друзей из соседних регионов на Нуриевский фестиваль. В прошлом году мы открыли для себя балет «Золотая Орда». Вот в этом году пришли на премьеру «Грека Зорба». Ну, очень нам нравится, все прям замечательное впечатление. Страсти кипят очень сильные, да. Мне очень нравится. Я вот, видите, даже платье шила себе новое, потому что действительно Нуриевский фестиваль для меня всегда как праздник. Я сейчас живу на 2 города, Москва, Казань, и специально прилетела вот сюда, в Казань, чтобы посмотреть Нуриевский фестиваль. И, конечно, для меня Зорба – это что-то новенькое. И, конечно, в программе классические спектакли «Национальный», «Золотая Орда» и «Иокинф», «Гала», концерт «Вне времени», шедевры Леонида Якобсона, одного из авторов балета «Шурале». Основная классика идет с блестящей такой высокой театрально-музыкальной эстетикой. Это подтверждает, я вам скажу, громадное количество людей, которые посещают этот спектакль. В ближайшие годы, время, я вам скажу, что у нас будет совместная работа с Владимиром Викторовичем Васильевым. Ему будет 85 лет. Что мы будем ставить, я пока сейчас не скажу. За каждой постановкой театра не только сборы, не только привлечение публики, ее развлечения. Зрители ждут высокую планку не только в прыжках и количестве вращений, ждут спектр переживаний, который можно ощутить только в театре в момент создания действа. Артисты, те люди, которые, наоборот, хотят, чтобы последующий исполнитель был лучше даже, чем оригинал. Ну, вот, соответственно, то есть передать тот опыт и то знание ровно счетом для того, чтобы этот спектакль продолжал жить. Понимаете, то есть, чтобы он не остался во временном, да, каком-то отрезке, когда вы говорили, а вот был когда-то. Чтобы лучше, чтобы это все-таки передавалось, как мы говорим, из ног в ноги, из рук в руки, и, соответственно, чтобы у спектакля было как можно дольше жизнь.
Эта история, произошедшая на маленьком греческом острове, раз за разом совершалась во все человеческие времена. И только 7-метровые античные кариатиды, созданные по новейшим технологиям, все так же смотрят на хоровод людей. И он меня попросил сделать образ вечности, образ космоса. Потому что все, что как бы существует в мире, эмоции, любовь, страдания, смерть, рождение – это вечные темы. Поэтому образ вечности и космоса, он должен существовать. И в то же время люди, прах, люди тленные, они умирают, а эмоции-то остаются. Последний па, финальный поклон, выход творцов на суд публики. И неожиданно Лорка Мясин выходит в зал и дирижирует оркестром. И эти эмоции, потерь и обретения также вечны, как искусство, как театр, выросший из классики трагедии и комедий. Нуриевский фестиваль продолжится до окончания весны. И в этом рисунке танца театр не замирает, не останавливается, представляя каждый год лучших исполнителей, неизвестные или совершенно самобытные спектакли, чтобы эмоции, переживания и философское осмысление для каждого его зрителя стали долгожданным и долговременным опытом, несмотря на годы и меняющиеся имена на афишах. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, Роман Безменов. 7 дней.